Национальная библиотека Якутии была основана 14 сентября 1925 года. Послезавтра она отмечает свое 94-летие. В настоящее время Национальная библиотека – это крупнейшая библиотека нашей республики и северо-востока Российской Федерации. О мероприятиях и об итогах работы мы сегодня говорим с нашими гостями. Рада представить вам заведующую Центром управления документальными фондами и обеспечения стационарным обслуживанием Национальной библиотеки Республики Светлану Байтунову и заведующую Центром библиотечно-информационного обслуживания Национальной библиотеки Светлану Попову. Доброе утро, уважаемые гости. Две Светланы осветили нашу студию сегодня. Светлана Александровна, давайте немного об истории, углубимся в историю. 94 года – это действительно, это почти вековая история, да? Да, это действительно очень такая значимая дата, и это в преддверии столетия. И хочу сказать, что 14 сентября по приказу Максима Кировича Амосова, который очень понимал вообще роль библиотек, значимость вообще чтения книги в жизни человека, тем более такой молодой республики, была основана самая крупная научная главная библиотека нашего региона. Фонды ее составили фонды практически всех дореволюционных крупных учреждений города Якутска. Плюс ко всему активно, конечно же, помогали центральные города. Книги были получены из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и многих других городов. И сейчас по праву мы можем гордиться тем, что у нас сформирован очень уникальный фонд, неповторимый, единственный, можно сказать, на планете Земля, где хранятся наибольшее количество самых первых книг на языках народов Якутии, первые дореволюционные газеты, журналы. И у нас вообще коллекционный принцип хранения. Помимо, конечно же, вот этих коллекций дореволюционных учреждений, очень обширная коллекция русской книги XIX века, иностранных книг. У нас имеются еще коллекции ученых. В коллекции мы собираем деятелей культуры, науки и искусства. И среди таких вот коллекций, которые я хотела бы, конечно же, отметить, это одна из таких последних крупных в количественном отношении, ну и, конечно, очень интересная, содержательная, это коллекция археологов Мочановых Юрия Алексеевича и Светланы Александровны Федосеевой, которые абсолютно безвозмездно в дар, уезжая отсюда, значит, навсегда к сыну в Украину, он любезно подарил Национальной библиотеке. И также, конечно же, мы вот ждем буквально вот в эти дни, в эти месяцы поступления в наши фонды уникальной тоже коллекции, подаренной, значит, профессором, ученым с мировым именем Уллы Павловны Йоханссон. Эта коллекция прибудет к нам из Кёльна. Здорово. Ага. Большой фонд редких, даже можно сказать, золотой фонд. Да. Ну, самое главное, конечно же, это не редкость даже книг, а уникальная судьба каждой книги, поскольку это книги пережили большое количество различных, это получается, они пережили, во-первых, конечно же, долгую такую транспортную схему, это в XIX веке путь составлял ее от нескольких месяцев даже до нескольких лет, поскольку во многих, значит, населенных пунктах отсутствовала почтовая связь, и буквально книги передавались с Аказии. И мы с вами прекрасно знаем даже по современной ситуации, что книги везде это всегда бывает очень тяжело, поэтому только такие необходимые, нужные и желанные книги, конечно, очень ценные для своих хозяев, конечно же, были привезены сюда. Если мы, конечно же, рассматриваем с вами истоки, это первые века, это начиная с 17 века попадает сюда книга вообще в первый раз. Вот таким образом. И 19 век это тоже достаточно она долго и длительно сюда везлась и формировалась. И очень много у нас личных коллекций политических ссыльных. Это тоже, конечно же, золотой фонд Национальной библиотеки. Ну, что касается теперь уже современной деятельности библиотеки, да? Хотелось бы рассказать о том, что, конечно, библиотека сейчас у нас развивается в ногу со временем, активно развивает электронные формы работы. И вот как раз к 14 сентября мы запланировали запуск приложения. Приложение будет называться «Пушкинка», тестовый режим. Пушкинка, да. Хотя сейчас Национальная библиотека уже не имеет такой
имени Пушкина, но приложение, да, узнаваемость, да. Да. И кроме этого планируем запустить акцию «Библиотека мечты». Вот это сегодня как раз будем анонсировать, и наши читатели, наши пользователи будут рассказывать о лучших библиотеках мира, и все это мы будем транслировать в социальных сетях своих. Вот такие две акции планируем запустить масштабные. А приложение, оно уже запущено в ближайшее Пока время, в тестовом да, режиме, и запускается? да, То есть его можно будет скачать? можно будет скачать и получить доступ к электронным изданиям из электронной библиотеки, национальной библиотеки. Ну, это отличная Уникальность, новость. да, это Да. уникальность этого приложения в том, что помимо того, что это на территории Российской Федерации, то можно будет буквально использовать ее и с разных вообще точек нашего мира. С То есть любого. выходим в Да. мировое пространство. Здорово. Но в рамках дня рождения, да, что ожидает население библиотеки, в национальной библиотеке, в родной старой доброй Пушкинке, да? В родной старой доброй Пушкинке нас ожидает также вот с понедельника стартует у нас акция «Запишись в библиотеку», по которой мы проводим дни открытых дверей. То есть сейчас у нас активно записываются студенты, это, конечно, вот для них ориентирована наша литература. Они будут приходить к нам. Акция у нас также будет подвешенный билет, по которому первокурсники будут получать бесплатные читательские билеты. Для них у нас проведут экскурсии, квесты на выбор. Вот такие вот интересные мероприятия. Ну, у меня такой больше теперь уже личный вопрос, да? Почему вы выбрали своей деятельностью именно это место, библиотеку? Да? Как так получилось? Ну, я вообще считаю, что и вообще многие наши коллеги, конечно же, понимают в полной мере, что библиотека – это вообще такое уникальное место. Оно выполняет особую миссию перед народом. Во-первых, и, собственно говоря, не просто библиотека, а тем более головная библиотека нашего региона, это национальная библиотека. Она является как раз хранителем всей документной памяти. У нас имеется очень важная функция, роль и миссия – это сохранить национальную память нашего народа, документную. Поэтому мы активно формируем все документы, вышедшие на территории и за ее пределами о нашей стране. И у нас есть такой неприкосновенный документный запас, документный фонд, который называется «Сандалы-Бичик». И вот для будущих поколений мы сохраняем очень бережно. Истории. Что ж, Светлана Кентьевна, Светлана Александровна, огромное вам спасибо за участие в нашей программе. Поздравляем с наступающим днем рождения нашей библиотеки. Я думаю, это общий праздник, да? Да. Для всего населения республики. Отличного дня, плодотворной работы и ждем поскорее запуска приложения и хороших новостей